Дорогие друзья, снова в эфире программа «Подворье». И сегодня мы у замечательного мастера в гостях дома. Это Татьяна Андреева. Она мастер по бисеру. А сколько вы находитесь вот за работой в день, например? Ну, час, два? Да что вы. Все-таки и глаза же нужно поберечь. Ну, я говорю, вот, если меня что-то захватило, идея какая-то, или мне хочется, вот, перебираю камешки, в руку попал камень. Ну, вот, допустим, чароид. Вот держу его в руке и думаю, хочу. И все, день рисую. Рисую, черчу, вычерчиваю, подбираю материалы. На это уходит день. Просто день. А потом сажусь и работаю. Я работаю медленно, поэтому я работаю, получается, у меня, если я в 9 часов сажусь за стол, ну, конечно, у меня тут часы каждый час говорят, нужно делать разминку, у тебя 30 минут зарядку, с учетом вот этого времени там на чай, на кофе, на то, чтобы с котом поиграть, уходит, а так до конца дня. И, ну вот... Ну, то есть, по сути, получается вот полный рабочий день, а вот с перерывом на обед, на зарядку. На зарядку и на всякие телодвижения, чтобы форму совсем не терять. Вот сейчас я работаю над хапаром, и я вышивала 2 детали хапара. Ну, села, допустим, 9 часов не было, а из-за стола встала на следующий день в 7 утра. То есть всю ночь напролет сидела, работала. Ну, раз не спится, а как-то так и свет я мягко сделала удачно, и бисер был не черный, не блестящий, можно было работать. И до этого у меня так получилось, я 2 недели не могла посвятить за работе, видимо, сильно соскучилась. Скажите, а где вы черпаете вдохновение? Вдохновение? Очень много смотрю. Я вообще-то, большинство работ выполнены по настроению. Выполнены по настроению, или если я увижу что-то такое интересное, что меня зацепило, вот я не помню, вот этот вот кулончик, брошь-кулон я делала, я увидела камешки. Мне с красным цветом сложно работать, а тут вдруг мне захотелось сделать резкий контраст. И вот я такую королевскую лилию сделала. Просто смотрела на орнамент, и мне, думаю, это будет интересно, на вечернее платье такой, либо брошь, либо такой легкий кулончик. Сделала. Скажите, а вы ориентируетесь на какие-то, допустим, тенденции? Веяния, да, и, может быть, есть у вас какие-то любимые дизайнеры вот в этой области? Есть. Мои любимые дизайнеры, мои любимые, они же и учителя, это наши российские мастерицы Алла Масленникова и Ольга Шумилова. Вот именно своему качественному росту я благодарна им. Потому что они действительно помогли мне как-то осмыслить и по-другому. Сейчас я прохожу много курсов. Нет такого года, чтобы я не прошла какие-то курсы. Я проходила курсы и у Аллы Масленниковой, и Ольги Шумиловой. Благо сейчас мы все можем учиться онлайн. Проходила курсы по выкройке, вот как кроить украшения, какие делать расчеты. Это тоже по выкройкам? Это все, да.
не только техники. Я прошла курс, как фотографировать эти украшения у Аллы Масленниковой, потому что она еще и известный фотограф, а не только дизайнер с мировым именем. Так что учимся. Но у вас очень много подписчиков в Инстаграме, и много ваших работ уходят куда-то за рубеж. А кто их покупает? Это любители или это просто вот люди, которые хотят украсить свой вечер, свое вечернее платье там? Ну, во-первых, это все-таки украшение. Правда, если, допустим, посмотреть по ярмарке мастеров цены за эти украшения, то я много никогда не беру. Я всегда, каждое свое украшение, я пересчитываю все эти камешки. У каждого есть своя цена, примерное количество грамм бисера, у него тоже своя цена. Считается, у меня везде здесь изнанка кожа. Я эко-кожу не признаю. Вот, и нитки. А работа мастера? А вот за работу я беру не очень много, честно говоря. Меня все мои родные и близкие ругают, но я считаю, пусть украшение живет. Очень много подарено, конечно, потому что, ну чё же я своих родных, любимых-то. И поэтому... А так покупают, конечно. Покупают из разных городов России, мне пишут, я отправляю. Некоторые украшения ушли за рубеж. Много украшений было приобретено нашими известными леди. Вот. Некоторые были, просто было вручено в качестве подарка. Но я могу сказать, что мне ни за одну работу не стыдно. Подарки. Да, это хорошие подарки. Это настоящие подарки. Бывало мне выполненные своими руками, с душой. Да, вот именно с любовью. Вот по авторским эскизам, по своим. Да. То есть это совершенно это неповторимые. Оригинальная работа. Совершенно оригинально. Вот даже посмотрите, если женщина, юбилярша, она избалована, у нее много ювелирных украшений, что подарить ей? Мне заказывают, мы обговариваем бюджет, какова будет себестоимость материалов, примерный дизайн. Я узнаю о человеке, какого цвета, какого рост, размер какой он из себя по характеру, чем он увлекается. Я должна увидеть этого человека. И вот тогда... Какие любимые цвета, наверное, да? Да, вот что там, да, вот это все я узнаю, просто об этом человеке узнать. И когда я еще что-то о характере узнаю об этом человеке, о его чуть-чуть жизни, вот тогда действительно получается неповторимое украшение. А вот когда мне говорят, присылают, мне бывает, девочки присылают, я хочу такой браслетик. Ну вот недавно опять отказала. Во-первых, мне это не интересно. Мне хочется творить, а не делать штамповку. Некоторые, скажем так, девушки, каждый зарабатывает как может, я это понимаю. Вот, допустим, у них получилась такая брошь, или вот такая брошь. Или вот, допустим, вот такие броши. Я их тоже делала, потому что это было востребовано, и я подобные броши делала как бы на заказ. И вот они делают только такие, броши. Освоили что-то одно. Да, и одно у них накатанной. одна и та же. Вот они на пяльцах пришивают, вышивают тут же сразу. И это они штампуют. У них получается все это очень дешево и уходит быстро. Угу. Я не могу. Мне, не может это моя душа. Мне хочется необычности, мне хочется какого-то, мне обязательно нужно вдохновение и творчество. К
Кстати, я вот тут нашла самую мою первую брошь, которую я сделала одной из первых после той итальянской броши. Очень богатая и красивая. Ну, я подражала Фаберже. Тут тоже натуральные камни. Да. И Ну, много-много бисера. И много-много бисера. И эта брошь называется «На удачу». Вот здесь по центру металлическая пуговица, а в ней 21 бисеринка. Число удачи. И она действительно у меня самая удачливая брошь. Я ее даже до сих пор ношу, когда мне надо куда-то там. В банк сходить. Ну, в банк. Еще я могу открыть маленький секрет. Когда я заканчиваю работу и делаю уже в самом конце, пришиваю, вот здесь мой знак. А какой у вас знак? Вы вот так сова. вот оттиск, да, делаете? Оттиск. Это получается, а вы оформляли вот это авторские, ну это же стоит тоже денег каких-то? Нет, это просто я заказала этот знак по моему дизайну, мне его сделали, и я вот когда кожу, а вот тут вот по центру у меня лежит молитва и благословение. В каждой работе я вкладываю молитву. И мои подруги, у которых довольно много моих работ, они говорят, когда там у них что-то серьезное, они одевают мои украшения. Помогает. Я говорю, ну так с молитвой же идем. И с Божьей помощью. Вот такой великолепный Илин Кибигер выполняет наша мастерица Татьяна Андреева. И сегодня мы покажем на мастер-классе небольшом всю последовательность работы выполнения вот этого украшения. Невероятной красоты украшения, оно легкое, оно воздушное практически. И смотрите, какова цветовая гамма, и это все выполнено просто с невероятным вкусом и с огромным мастерством. А сколько души вложено в это украшение, ну, сами все видите. Сегодня я вам расскажу некоторые свои секреты, которые я использую при создании своих украшений. Вот, например, будь то Илин Кибигер, будь то хапар, но любая работа, она у нас строится на основе вышивки. Для вышивки я использую тонкий фетр, но мастерица знает, что когда вышиваешь на фетре, он начинает мяться и идет волнами. Вот, чтобы избежать деформации фетра, я использую лак акриловый, покрываю очень тонким слоем фетр, просушиваю его, потом наношу решеточку. Ну, у меня в данном случае решеточка в полсантиметра. Вычерчиваю эскиз на этой решеточке, а затем начинаю вышивку. Как я начинаю вышивку? Ну вот, допустим, в этой работе я вышивку начала по краю. Вначале я веду первый ряд, второй ряд, третий, четвертый ряд. Затем перехожу к центру. Проверяю. По клеточкам у меня все хорошо видно. Почему я именно таким образом делаю? Потому что все-таки бисер, он где-то какие-то доли миллиметра, но он все равно отличается одна от другой бисеринки. Идеального бисера очень трудно добиться, чтобы был идеальный размер. Поэтому хочешь не хочешь, а вот нужно это учитывать. Поэтому я любую работу начинаю с самого края, потом выкладываю серединку, и уже от серединки я выставляю, допустим, вот здесь, смотрите, крупные элементы, обшиваю их и заполняю оставшееся место бисером. А как вы закрепляете вот эти элементы? Клеем? Нет.
элементы, вот, допустим, центральный элемент камень. Здесь в этой работе это авторский камбошон. Вот он, да, вот камень, чтобы он не двигался, мы вначале приклеиваем клеем. Я использую клей «Момент Кристалл», он прозрачный, он не теряет, не меняет цвет, его совершенно не видно. И он сразу запах выходит. Затем камень, делаю оплетку этого камня, оплетаю его мозаикой, бисером, и уже потом заполняю эти детали. Когда вся вот эта работа закончена, вот такая изнаночка у нас получается. Ну, у меня такая изнанка. Вот такая изнаночка. Проклеится листик бумаги, чтобы скрыть вот эти все узелочки. Потом кусочек кожи нужного размера. И идет обработка. Вот такая последовательность действий. Когда все детали будут готовы, допустим, вот это детали у меня для будущего украшения, но не для Илинки Бехер, а для хапар. И тут еще у меня будут еще 2 детальки. Вот так вот. Когда все детальки я вот так вот подготовлю, уже они будут обработаны, пришиты, кожа, я плету жгуты. А какие нити вы используете? Нити. Слон, нитка, это Нима. И вот на подвеске, ой, вот на подвеске идет Fireline. А это вот основные мои нитки слон. Я почти не использую мононить и совершенно не использую леску в своих работах, потому что они имеют свойство усталости, рвутся, ломаются. Поэтому я предпочитаю лучше потратиться на нитку. А нити, они какие, шелковые или хлопковые? Это специальные нити. Мгм. Они специальные, вот, допустим, вот это вот пустая катушка. Пустая катушка. Вот Fireline. Это дорогая нить. Для того, чтобы ее разрезать, нужен специальный инструмент. А вот простыми ножницами попробую сейчас этим. Вот, смотрите. Они не режутся. Не режется. Мгм. И поэтому я вот эти все висюлечки стараюсь сделать вот на Fireline. Хоть они, конечно, очень дорогие, большая у них А сколько стоимость. стоит эта катушка? Где-то 800 рублей. Мгм. Насколько хватает? 850 ярдов. Это 49 метров. Мало. Ну вот на это украшение хватит или нет? Нет. Сколько нужно таких катушек? Я использую только вот на снизку или вот там, где. А здесь плетение само по себе держится. Здесь уже идет вот такие нитки, они слон. Вот нитки я покупаю в канители. Мгм. Там очень большой выбор разных цветов, и нитка всегда, вот видите, у меня только на столе сразу несколько цветов нитей, потому что те цвета, если я, допустим, бронзой, вот у меня для бронзы один цвет, для темно-серого один цвет, для белого другой цвет. Мгм. Все цвета. Скажи, пожалуйста, а вот эти вот детали вы как, это нужно тоже вшить как-то, да, или как? Ну, все пришивается по бисеринке, по одной штучке.
И еще для мастериц я хочу сказать, Нет, ну вот смотрите, вот Ага. у вас вот эти вот штучки, Бляшки. эти детали, бляшечки, они тоже пришиваются, да? вот там дырочки есть. А, то есть имеется вот здесь вот отверстие, вот видно, Да, нет? Вот дырочки. здесь вот. А я Дырочки. думала, они приклеиваются. Нет. Ну, я вообще как-то так... Я не верю клею. Все должно быть пришито. Или вот, допустим, вот камешек, он же, видите, прижат. Мгм, Он прижат, бисером пришит. мгм. И есть в он даже не красивом приклеен. оформлении. Вот камешек. Он Тоже в обрамлении точно в обрамлении бисера. бисера. Он не оторвется. Ой, это Так и такая останется. кропотливая работа. Скажите, а сколько по времени займет, вот, допустим, вот эта деталь, вот вы сегодня Ну, начнете? вчера целый день у меня ушел на одну деталь. Вот. То есть довольно-таки кропотливая работа. это очень кропотливая работа. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Но в итоге получается вот такая замечательная красота. Красота. И она радует глаз. А потом, знаете, как интересно? Вот начинаешь, и идет у тебя подгонка. Какая вот бисеринка сюда. В одном украшении пошло, а в другом нет. Почему так происходит? Потому что все зависит от бисера и, наверное, от настроения. То есть все должно как-то сложиться, вот все Всё должно обстоятельства. сложиться. И настроение мастера, и материал. Да. И тогда И тогда изделие получится и с тогда- душой. получится красота, которая радует глаз и душу, и сердце. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Ну что, дорогие друзья, ну, наверное, вы посмотрели примерно и представили себе, как можно выполнить ту или иную работу примерно по времени, по материалам, по инструментам, опять-таки, да, тоже нужны какие-то инструменты специальные. Но, во всяком случае, такое хобби, оно очень увлекательно и здорово заняться чем-то, чтобы занять себя, ну и создавать красоту для Это греет душу. для людей, да. Дорогие друзья, ну вот мы побывали у большого мастера по работе и с бисером, и с натуральными камнями, бисер всевозможных фирм, да, и то, что сегодня у нас на рынке, это богемский бисер, это японский бисер. Чешский И, бисер. ну да, и оказывается, можно на досуге заниматься вот таким вот бисероплетением, создавать невероятной красоты изделия и при этом радовать не только себя, близких, родных, но и, в общем-то, какой-то дополнительный заработок иметь от этого рода деятельности. Это, конечно. Это была программа «Подворье». Пожалуйста, смотрите нас, ну и учитесь, и вдохновляйтесь. Bum 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 bum